И на самом деле то, что мы предложили, это всего лишь вершина айсберга. Мы работали не для того, чтобы какие-то декоративные вещи внести или очень формальные. Но это не значит, что он должен распускать, потому что это самый простой, наверное, механизм. Он всегда с дубиной, да, попробуйте только покуситься. Здравствуйте! В эфире «Чегемская правда». Последняя неделя оказалась весьма жаркой вокруг конституционной реформы. Президент Аслан Бжани подал свой проект в Конституционный суд на предмет его соответствия действующему основному закону. Но потом выяснилось, что, собственно говоря, этот проект никак не соответствует тому проекту, который в свое время выработала Конституционная комиссия, созданная, опять же, тем же президентом. И вот сегодня мы поговорим об этой конституционной реформе, об этих коллизиях. И у нас в гостях Саид Гизердава, человек, который входил в эту Конституционную комиссию, который знает все перипетии, все эти проекты, все эти варианты, которые обсуждались вокруг изменения основного закона. Саид, вот в чем, собственно говоря, разница вот вашего проекта и того проекта, который подал президент в Конституционный суд? Добрый день. Разница существенная, потому что мы достаточно объемно поработали над двумя главами законодательной и исполнительной властью. И там много изменений было внесено. Но фактически тот вариант, который мы сейчас увидели, президентский вариант, он всего лишь содержит порядок в основном формирования правительства. И этот порядок формирования также предусматривает распуск парламента, если, скажем, вот в рамках того предложенного порядка на 1/3 не будет сформирован состав Кабинета министров, то у президента появляется право распустить наш парламент. Мы не говорили о таком механизме, о таком варианте, да, урегулирования конституционного кризиса в отношениях между парламентом и президентом. У нас были более мягкие предложения, но это не единственное, опять же, я подчеркну, то, что мы делали много чего. Это такие нюансы, о них, может, и не стоит много говорить, но, тем не менее, не важно. Все-таки, в принципе, я называю его больше административной реформой, чем конституционной. Мы, на самом деле, упрощаем систему исполнительной власти, мы ее не усиливаем, да, мы не создаем условия для доминирования, не создали условия, вернее, для доминирования исполнительной власти. Мы сделали ее более компактной, удобной, как нам показалось, для того, чтобы осуществлять свои задачи. То есть мы убрали это дублирование, параллелизм и все такое. То есть вы оставили, то есть Кабинет министров фактически убрали, предлагали за администрацию? Мы оставили Кабинет министров, потому что министры есть. Мы решили, что должность вот в этой новой конфигурации, должность премьер-министра не нужна. Президент напрямую будет управлять и Кабинетом министров, и аппаратом, собственно. Ну, можно называть это администрацией президента. Хотя, по-моему, мы не использовали этого термина. Вот. И роль министров очень серьезно в связи с этим увеличивается. Да? Это уже не те министры, которые существовали. То есть они не занимают 3-е место в иерархии должностных лиц. Да? Президент, потом идет премьер и, наконец-то, там министры по остаточному принципу, какие-то полномочия. Это совершенно, да, это повышение уровня и роли в принятии решений совершенно другое. Но это, понимаете как, может быть, и я вот сейчас думаю, почему вдруг возникли такие предложения, и на самом деле то, что мы предложили, это всего лишь вершина айсберга. То есть такая масштабная административная реформа потом должна за этим последовать, потому что, понятно, Конституция – это вот основы основ,
нужно менять затем закон конституционный о кабинете министров и много чего другого. Может быть, как бы не видят такого потенциала власти у себя, чтобы решиться на такие серьезные преобразования. Хотя мне кажется, что все-таки мы как бы мы работали не для того, чтобы какие-то декоративные вещи внести, или очень формальные, или как бы больше такие вещи, которые, по сути, они как бы симулякрами, что ли, являются вот этой смешанной формы правления. Но вы обсуждали у себя вот во время заседания рабочей комиссии там вариант распуска, права распуска президентом парламента? Вы знаете, к сожалению, мы не вели вот записей своих встреч. Я думаю, что да, этот вопрос обсуждался, но я не помню, что мы ломали копья, да, над этим вопросом. И как-то я помню, что все-таки был компромисс по поводу того, что этот институт не нужен. То есть, в итоге итог нашей работы показывает, что он не нужен. Мы предложили мягкий механизм урегулирования. То есть, с одной стороны, мы как бы понятно, вот президент делится своим полномочием с парламентом по формированию кабинета министров. Понятно, вот представь себе оппозиционный парламент, и он будет мешать президенту сформировать, парализует исполнительную власть. Конечно, у президента должны быть какие-то существенные полномочия, чтобы на этот вызов ответить. Но это не значит, что он должен распускать, потому что это самый простой, наверное, механизм. Он всегда с дубиной, да, попробуйте только покуситься. Тогда зачем вообще это предусматривать? Мы придумали более мягкий механизм, когда президент может дважды предложить парламенту кандидатуру, но если дважды парламент отклоняет эту кандидатуру, то президент все-таки назначает. Но тогда включается отложенный вотум доверия, через полгода этот вопрос ставится депутатами снова. Но у депутатов будет возможность изучить, может, они ошибались все-таки, да, отказывая президенту в одобрении этой фигуры. А вот полгода показали, что это очень эффективный управленец, у них какое-то время будет для того, чтобы... Мы даже предлагали, что каждый министр, в принципе, это не обязательно даже в Конституции, что каждый министр выступает с какой-то своей программой. Хотя желательно было бы, чтобы это было в Конституции. Если будет конституционный закон, то и замечательно. Да? То есть это не просто человек, на которого ткнул президент, а это человек со своей программой действий. И, собственно, здесь не за красивые глаза одобряют его фигуру, а за его программу. То есть человек обозначил, и это еще логика тут начинает это работать, если через полгода вновь, да, парламент может поднять этот вопрос. Но поднимать он будет вопрос только в отношении тех, кто не был одобрен. Да? И нам показалось, что это нормальный механизм, он как бы устраняет эту кризисность, и скажем, министр неодобренный, да, он будет в течение полугода что-то, наверное, делать такое, чтобы, скажем так, не быть лишенным своей должности. Но фактически президент увидел, допустим, в этой возможности распустить парламент, это как бы некий баланс. Да, то есть до этого, по крайней мере, по действующему законодательству, он министров назначает напрямую, то есть без всяких согласований, сейчас как бы через парламент и так далее. Но насколько эти фишки, собственно, они равносильны, да, то есть ты делегируешь право через парламент утверждение твоих министров, и с другой стороны у тебя есть такое право, как распустить этот парламент. Насколько они сильно уравновешиваются? Для меня это, конечно, совершенно никакое не равновесие, потому что за президента всегда это право сформировать остается. И еще в дополнение к этому у президента появляется право распустить. То есть здесь никакого баланса, никакого механизма сдержек и противовесов на стороне парламента нет.
И этот институт, мне кажется, что он может использоваться тоже как вот такой вот механизм давления в отношении парламента. То есть президент всегда сможет сформировать свое правительство и даже ценой распуска парламента. Поэтому мне совершенно не кажется. Тем более, понимаете, как то, что было предложено, оно существенные изменения в форму правления президентскую республику не вносит. По сути, мы остаемся президентской республикой, еще и с правом распуска парламента. Это совсем уже такая консолидация, да, президентской власти, потому что еще и президент вдруг становится выше остальных ветвей власти. То есть он как бы прорастает из своей ветви власти куда-то выше и может как бы и определять формирование и законодательной власти, по сути. Да? Но, с другой стороны, я вот хотел бы такую некую логику все-таки посмотреть. Сегодня у нас, в общем-то, самое легкое — это отправить правительство в отставку. Да, хотя вот для меня это до сих пор как бы загадка, в силу того, что главой исполнительной власти официально по нашему законодательству является президент. Почему тогда при отставке премьер-министра уходит весь кабинет? Тоже немного странно. Но, тем не менее, как бы правительство можно отправить в отставку. Есть механизм отстранения от своих должностных обязанностей, там судей есть, да. Ну вот сейчас президент предлагает там законопроект, ну как бы изменения, при котором можно и парламент распустить. У нас, в общем-то, прописан, как бы, но не наполнен, детально не расписан, как бы, механизм отстранения президента, но то есть выходит вот как бы вот эта ниша, она у нас как бы пустует, в общем-то, то есть вот этого баланса нет, да, когда каждый отвечает за какие-то свои действия и так далее. То есть импичмент у нас не почему тогда вот, допустим, в ответ на идею там дать президенту возможность распустить парламент, одновременно с этим и не прописать, там, детально расписать механизм, допустим, импичмента. У нас об импичменте уже 20 лет. В общем-то, эта тема как-то запустилась в 2002 или 2003, я не помню, это еще тогда Амцахара там собиралась объявить Владиславу, инициировать там Владиславу Ардзенбе импичмент, но вот с тех пор у нас этот механизм так тоже оказался не прописан. Ну, я для начала скажу, что все-таки нельзя понимать механизм распуска с одной стороны и рассматривать как зеркальный механизм импичмента, потому что это совершенно разные по своей природе инструменты разрешения каких-то кризисов. Потому что распуск парламента — это механизм разрешения действительно конституционного кризиса, когда исполнительная власть не помирилась с законодательной, кто-то должен из них уйти. А вот механизм импичмента — это механизм конституционной ответственности, когда вот высшее должностное лицо, президент, совершает там преступление, нарушает присягу и так далее. То есть здесь парламент по собственному желанию просто так взять и объявить импичмент президенту не сможет. И мало того, что в этой процедуре еще участвует и Верховный суд, и Конституционный суд. То есть это как бы это другой инструмент. Но другое дело, что, конечно, парламент может инициировать эту процедуру, да, он может найти в действиях президента нарушение присяги. Другое дело, что не самостоятельно, конечно, но вот эта процедура, она действительно должна быть откорректирована. У нас там Конституционный суд появился, вот непонятно, какую роль, и не прописана нормально роль Верховного суда вот в этой процедуре импичмента. Ну, как-то на это и в регламенте тоже несоответствие парламента. Вот регламент парламента, там есть отдельная глава, посвященная. Нет, импичмент, он у нас так или иначе существует, да, но после этого несколько дней убирают там площадь вокруг президентского дворца от всего этого мусора, да, и так далее. И обжаловать его тоже сложно. Формально уже, да? Механизм сейчас не работающий, но надо сказать, кстати, в заслугу Конституционного суда они как раз и предложили конкретизировать, вот они обратились с письмом
в котором они как бы говорят о том, что вот видите, неработающий механизм, да, его надо исправлять. Но это очень важное предложение, как бы его надо ценить. И, честно говоря, как бы президент, если обратил бы внимание, если бы он в то же время, понимая, что это совершенно как бы и покажет его как сторонника, да, каких-то конституционных принципов и так далее, сделал бы, внес бы соответствующие корректировки или предложил еще что-то другое, да, то я думаю, что это было бы нормально, это было бы правильно. Но мы пока вот видим вот эту вот в таком виде не очень нужную процедуру формирования правительства, да, с распуском. Честно говоря, она теряет свой смысл в том виде, в котором она была предложена. Мне интересно стало там дискуссия вокруг вообще, насколько президент имел право вот такой вариант представить. Да, вроде бы он создавал комиссию, вроде бы эта комиссия должна была выработать свои предложения. И, насколько должен был президент вообще следовать вот тем рекомендациям, которые представила ваша комиссия? Ну, вы знаете как, поправки вправе вносить и президент, и парламент, там, часть депутатов, и 10 тысяч граждан Республики Абхазия, предложения соответствующие. Да, но тут уже президент, он сам, если уж он взялся за это дело, он сам для себя определяет, каким образом он будет это делать. И президент решил, что он сделает это через комиссию по конституционной реформе, так как делали его предшественники. Вот он собрал эту комиссию. Мне кажется, это совершенно правильный путь, когда тут отсекается такая предвзятость, да, когда ты делегируешь разработку этих поправок коллективу людей, у которых совершенно разные мнения. И вот как бы это нормально, что сталкиваясь с этим мнением, формируешь что-то более нейтральное, что-то более объективное, что-то более качественное. И вот это то, что родилось путем консенсуса, мне кажется, это очень важный, необходимый продукт. И самое интересное, что вот эти наши поправки, они были опубликованы на сайте президента для всеобщего ознакомления, они были опубликованы на сайте Апснопресс, да, государственного агентства. То есть как бы президент показал, что вот это мои собственные поправки. И совершенно случайно мы узнаем, что уже от Конституционного суда, то есть только после того, как Конституционный суд опубликовал вот это постановление, в котором он подтвердил, что поправки президента соответствуют порядку внесения поправок, мы только тогда узнали, что у президента совершенно другой взгляд. Но нам говорят, это президент, он решил так, потом он может иначе решить. И в принципе все, что мы делаем, это рекомендации. Я с этим категорически не согласен, потому что президент, извините, он, принимая указы, он сам себя ограничивает. Да? Но он вообще в принципе фигура, которая ограничена нормами Конституции, он должен собственные указы исполнять. В указе, которым была создана комиссия, четко написано, что она создана для подготовки поправок. Ни более, ни менее. То есть это не наши поправки, можно сказать так. То есть эти поправки... Это президентские поправки. Исключительно, да, президентские поправки. Но сейчас, в общем-то, когда такая ситуация возникла, с одной стороны. С другой стороны, ваша комиссия, она официально еще продолжает работать. Фактически мы не работаем, не было указано конкретного срока, насколько я помню, я не знаю, если кто-то меня потом поправит, то есть комиссия в принципе могла бы, да, никто не говорил о том, что мы официально закончили работу. У нас была первая встреча с президентом и последняя, когда, собственно, мы передали, и там же некоторые из участников озвучили, что они не согласны, но решения-то принимаются у нас путем, голосования и так далее, большинством, простым большинством. И, извините, да, я тоже был вначале с чем-то не согласен, и другие были представления о том, как эта система сдержек и противовесов должна выглядеть. Но коллеги убедили, сказали, что и в
принципе, мы и предусмотрели, по большому счету, такую смешанную форму управления и более такая, скажем, унифицированная, что ли, система исполнительной власти. И как бы вот президент нам сказал о том, что он как бы будет вот использовать вот то, что нами было подготовлено, что потом произошло. То есть видите, как процедура вся была как бы формально соблюдена какая-то, да? Все это было опубликовано, и буквально недавно, получается, только вот такое решение возникло с тем, чтобы изменить, да, содержание этих поправок. Но сейчас они, в общем-то, так получается, что даже если в дальнейшем Конституционная комиссия продолжит свою работу, то есть то, что она выработает, она может быть опять же забракована и появится свой вариант. Вот я все время об этом говорю, как бы вот если из практики исполнительной власти уходит вот эта вот совещательность, консенсусность, и я даже написал об этом, в чем смысл нашего этого протирания штанов. То есть этот процесс работы в рамках комиссии, он много времени у нас забрал. Как бы и мы рассчитывали на то, что это все-таки не случайные люди собрались, да, мы рассчитывали на то, что наше мнение, и мы как бы имели право рассчитывать на то, поскольку в указе сказано совершенно однозначно, на то, что наши предложения не будут учтены. И нам так и говорили, то есть на встречах об этом прямо было сказано. Не знаю, наверное, другие участники тоже это подтвердят. Телевидение, по-моему, присутствовало, то есть мы можем посмотреть какие-то эфиры о том, что говорил президент. И для меня какое-то большое удивление, что вот как совершенно по другому пути пошло. Но комиссия, я, например, совершенно, если комиссия вдруг возобновит свою деятельность, я не понимаю, честно говоря, не вижу смысла в работе, то есть если как-то к нашей работе избирательно, да, что-то может быть, какой-то минимум, да, из нее берут и все-таки меняют по-своему. То зачем, в принципе, мы нужны? Наверное, там есть специалисты в администрации. Можно было изначально по такому пути, как бы специалисты в администрации президента готовят и вносят. Да, президент, кстати, никто не обязывает. К сожалению, у нас нет такого механизма, такого конституционного совещания, учредительного какого-то совещания, органа, который, собственно, мог бы создаваться уже законом для того, чтобы готовить поправки. Мне кажется, это нормально, если бы вот такой орган, он официально существовал, чтобы инициатива изменения Конституции не исходила напрямую от властей, потому что они все предвзяты относительно своих полномочий. Все они захотят, чтобы у них полномочия были шире, но как бы в интересах ли, готовы ли они более широкие интересы учитывать, и контекст учитывать, или их интересует только то, чтобы как бы им было удобнее существовать. Вот как бы от этого надо было бы отходить и предусмотреть возможность того, чтобы создавалось некое конституционное совещание, которое вырабатывало бы поправки, было бы нейтральным механизмом. Вот это как бы задача, мне кажется, даже задача важнейшая сейчас, принять закон о таком органе, и потом уже как бы через него еще раз пропустить вот эти наши предложения, возможно. Но мне писали о том, что и я сам, в принципе, тоже как бы говорил о том, что получается, что наша деятельность, работа наша не была принята во внимание президента, но продукт, самое главное, этот продукт, есть, да, его можно использовать. То есть, если вы лишены, то есть у вас нет у Конституционной комиссии по понятным причинам нет права законодательной инициативы, да, то есть, но есть субъекты, которые владеют этим правом, да, то есть, если президент, в общем-то, один из этих субъектов отказался от этой инициативы, то есть, этой инициативой вашими предложениями могут воспользоваться другие институты, и они предложить. Могут, я думаю, что и почему бы депутатам... И сам парламент может предложить. Да, они могут взять. Но, с другой стороны, опять же, понимаете, как, президент, тут
понятно, что сделал президент, конечно, у него теперь свои. То есть эти поправки готовились для президента, для того, чтобы он внес это в парламент. И как бы это его документ, я не знаю, могут ли им так распорядиться. Ну, если он так публично отказался от него, от этого проекта. Спросить, уже тут какое-то обсуждение должно быть, а можем ли мы, если вам это не нужно, можем ли мы... Да, но я хотел бы еще подчеркнуть, вы знаете, как в этот документ вошли предложения, которые были подготовлены еще комиссией по конституционной реформе, которую создавал Сергей Васильевич Багаев. В 2005 году еще подготовили. Вот тут какая-то преемственность, то есть мы не отбросили это все, то есть мы сохранили, мы как бы и приумножили, и развили. То есть, да, это вот то, что как бы опробировано со временем, да, и очень важно, что практики принимали участие в работе. Ну, у нас не так много специалистов У нас немного, но по это конституционному праву, да? Да, но как бы это, во-первых, юристы с большим государственным опытом работы в государственных учреждениях, высших органах власти, и их опыт очень ценен, да, они изнутри это все понимают, и поэтому, да, это очень такой вот действительно серьезный продукт, я считаю, и он не должен пропасть. Ну, будем надеяться, что, в общем-то, несмотря на все вот эти перипетии, которые происходят с реформой Конституции, с той несогласованностью, которая сейчас наблюдается, тем не менее, надеемся, что здравые мысли, здравые идеи не пропадут даром, и так или иначе наш основной закон, он будет реформирован в том русле, в котором это будет благоприятствовать поступательному развитию нашего государства и во благо нашего общества. Я благодарю. Сегодня у нас в гостях, я напомню, был Саид Гизердава, член Конституционной комиссии по реформированию основного закона Конституции Абхазии. И всех с наступающим годом. Спасибо. До свидания. Спасибо, с наступающим Новым годом и благополучия, счастья, благоденствия.